Дуслар, барыңызға салям. Вы на канале YouTube Татарочки. Меня зовут Алсу Хафиз. И сегодня я предлагаю вам поговорить про Новый год. Как вообще татары отмечают этот праздник? По большому счету можно сказать, что так же, как и все, стоит елка, на столе мандарины, ну и в принципе можно заканчивать этот выпуск. Но я все-таки расскажу вам несколько интересных фактов про Новый год у татар. При подготовке этого ролика мне очень помогли материалы историка Лилии Габдрафиковой. Советую подписаться на ее телеграм-канал, обязательно оставлю ссылку в описании. Ну и не забывайте про мой телеграм-канал. Я собираю там то, что интересно мне, и немного рассказываю о своей жизни. Итак, начнем с Нардугана. Как тюркский народ, татары отмечали в декабре Нардуган, праздник зимнего солнцестояния. Однако с сильной исламизацией традиция эта постепенно сошла на нет. Во время Нардугана по улицам ходили ряженые, чаще юноши. Они скрывали лицо, меняли голос, плясали, иногда пели и заходили в разные дома. А хозяева должны были их угощать. У каринских татар, они проживают в Удмуртии, Кировской области и некоторых районах Татарстана, была своя интересная традиция, связанная с 1 января, началом Нового года. Они старались, чтобы первым в дом вошел не абы кто, а успешный человек, у которого легкая нога и принес удачу. В те же зимние дни готовили праздничные блюда, например, блины в печи. Татары-мусульмане называли христианский солнечный календарь Румия-Ела и жили все-таки больше по мусульманскому лунному календарю – хиджре. Однако к рубежу 19-20 веков в их среде, в основном в интеллигентской, в купеческой, сформировалось свое особое отношение к Рождеству и Новому году. В основном из-за тесного соседства с христианами. Например, многие татарские купцы с конца декабря до начала января проводили время в Мензелинске. Тогда там работала ярмарка, и называлась она Рождественской. Встреча Нового года вообще практиковалась в купеческих домах и в Казанской татарской учительской школе. Ее здание сейчас находится на улице Габдуллы-Тукая в Казани. Обычно накануне Нового года для учеников здесь устраивалось праздничное чаепитие со сладостями. Но есть у меня факт про одно действительно настоящее новогоднее событие в дореволюционной Казани. В здании Восточного клуба, кстати, это здание тоже до сих пор сохранилось в Казани на улице Татарстана, напротив здания Камаловского театра. Так вот, в Шарек-клуба или в Восточном клубе в 2013 году впервые прошел татарский детский праздник. Хоть и проводился он в рождественский период, приурочили его ко дню рождения пророка Мухаммада и назвали Мәулид кешесі, вечер Мавлида. В этом мусульманском празднике, безусловно имеющем религиозное и воспитательное значение, можно увидеть традиции тех самых городских елок. Дети играли, водили хороводы вокруг елки, пели, читали стихи. Каждый ребенок, естественно, получил подарок. Уже в первый год желающих принять участие в татарском детском празднике было очень много. Собралось более 300 человек. И из-за большого наплыва детей некоторым даже было отказано во входе. Поэтому на следующий год организаторы приняли решение о проведении не одного, а сразу 2 вечеров – 25 и 27 января 2014 года. Продолжилась эта традиция и в 2015 году. В помещении клуба вновь прошел детский новогодний вечер, и традиционно в нем участвовали дети обоих полов. Но это по-прежнему для части общественности было необычным явлением. И в журнале «Кармак» «Крючок» в 2015 году опубликовали даже карикатуру на эту тему. На карикатуре написано: «Хотя мальчикам и девочкам нельзя учиться в одном мектебе, пусть хоть повеселятся вокруг елки». Авторы карикатуры, судя по всему, не знали, что реалии изменились, и из-за Первой мировой войны и нехватки учителей в некоторых русско-татарских школах, особенно в деревнях, девочки и мальчики уже учились вместе. Сохранились воспоминания и о взрослом новогоднем вечере. В 2014 году там же в Восточном клубе встречали мусульманский Новый год. Во время театрального представления, которое показывала труппа «Саяр», первая татарская театральная труппа, в роли Старого года выступил режиссер Габдулла Кариев, основоположник татарского театра. И он уже тогда предстал в образе такого, мы бы сейчас его назвали Дедом Морозом. А Новый год исполняла актриса Сара Байкина в образе нежной девушки с полумесяцем.
В дореволюционное время в татарских мечетях была традиция молиться коллективно не только по пятницам на Жумга намазы, но и в честь различных событий государственного значения. Например, в честь членов императорского дома в том числе. Кроме того, в список обязательных молебнов мусульман Российской империи попадало и начало Нового года, 1 января. Такие вот российско-мусульманские традиции имперской эпохи. Ну а после 17 года, естественно, начали возникать новые традиции. И стала писаться совершенно другая новогодняя история, которую мы все с вами хорошо знаем и практикуем. Официально встречать Новый год стали в 30-х годах, а в 47 году 1 января сделали выходным. К середине 50-х уже стала формироваться традиция украшать города к празднику. В 2000-х годах у татар появились свои Дед Мороз и Снегурочка. В качестве туристического бренда в Татарстане придумали Кыш-бабая и Куар-кызы. Внешне Кыш-бабай абсолютно похож на Деда Мороза, единственное, что в оформлении костюма используются татарские орнаменты, преобладают зеленый цвет, иногда он вместо валенок может надеть сапоги, щитекляр. Татарский Кыш-бабай живет недалеко от Казани, в Арском районе, в селе Новый Кырлай. Ему придумали историю, придумали ему даже день рождения, он родился в день зимнего солнцестояния. Связали его с образом божества Тенгре, его окружает сказочная свита из Шуралли, Суана, Саубарлы Каршик, и есть у него дочка-помощница Куар-кызы. Из совсем современных новогодних традиций в Татарстане можно назвать президентскую елку, которая называется республиканской елкой или елкой Раиса. Это традиционный, в принципе, для всех регионов праздник, в разных областях и республиках он проходит. Местная творческая группа, которая работает над постановкой, над сценариями, всегда находит в этом представлении место для национальных особенностей татарского языка и татарских песен. Еще одна такая местная татарская особенность. На ТНВ, так же как и на федеральных каналах, снимают особую новогоднюю программу. Это может быть мюзикл, концерт, фильм. Например, у меня одно из ярких воспоминаний из детства – это сериал «Яңа елда бергә булыйк». Возможно, вы его тоже видели. Этот сериал для меня до сих пор как символ татарского Нового года. Времена проходят, новые традиции приходят на смену старым. Но каждый раз мы продолжаем ждать чего-то нового от этой смены 31 декабря на 1 января. Но чтобы не принес с собой новый 25 год, я призываю вас быть добрее и терпимее к близким. Желаю каждому сохранить в себе любовь и равновесие. А напоследок я хочу поделиться с вами своей новой традицией. С начала 2024 года вот в эту коробку я начала складывать записки, на которых фиксировала яркие радостные моменты, которые происходили со мной в течение года. Так вот, в новогоднюю ночь, когда буду встречать 25 год, я обязательно ее открою. Тут накопилось больше 30 бумажек. Прочитаю и вспомню, что хорошего со мной происходило в этом году. Всем мира, здоровья. Пока-пока. Bugün eyde Яңа yıllar килеп җитә. Чыршыя